Меня зовут Ерхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». Три набега совершили башкирские этномиссионеры в течение последних 2 лет к татарам Дюртюлинского района. Цель этих набегов – стереть татар, башкиризировать население этого района Башкортостана. Первый набег был осуществлен еще в марте 2020 года, когда все думали и считали, что перепись населения будет проходить именно в этом непростом 2020 году. Тогда в Дюртюлинский район приехали этномародеры, а именно Азат Ермулин, начальник отдела Башкирского архива, и Рафиль Асылгужин, шестерка Салавата Хамидуллина. Тогда они дюртюлинцам презентовали кое-какие публичные возможности работы с башкирским архивом. Заодно вели свою идеологическую работу. Этот их набег мы еще разберем. Второй набег. 15 января 2021 года в такие крупные села, как Осяново, Сукулово, Старобаишево и Исмаилово Дюртюлинского района, туда приехала этнолингвистическая экспедиция, состоящая из ученых Башкортостанского государственного университета. Ученые опрашивали местных жителей, которые не подозревали, что все их рассказы, их представления о себе, о своей культуре, о языке и истории будут затем оформлены в книге о якобы северо-западных башкирах. Да, увы, но ученые сами решили людей, не спрашивая, их отнести к башкирам. На их татарское самосознание им было наплевать. Этот набег башкирских ученых мы тоже разберем. И третий башкирский набег. Это съезд в городе Дюртюли, рода Искаилан, в апреле этого 2021 года. Разберем теперь каждую историю отдельно. Итак, март 2020 года. Азат Ермулин и Рафиль Асылгужин ставят перед собой цель – убедить жителей Дюртюлинского района, что они никакие не татары, а башкиры на самом деле. Но есть одна небольшая проблема. Продвинутые жители района прекрасно знают и разбираются, что башкиры в Российской империи были не только этносом, но и сословием, с особыми правами на землю. Поэтому Ермулин и Асылгужин ставят задачу путем манипуляции историческими фактами показать, что башкиры были только монолитным этносом и больше ничем иным. Чтобы вы понимали, башкирские историки считают, что до революции 1917 года в Российской империи правом на землевладение обладали только башкиры как этнос. Если другие народы, например, татары или марийцы, приходили к башкирам-землевладельцам, покупали у них землю, может, в аренду брали, то от этого они продолжали оставаться татарами или марийцами. Хотя есть исторические документы и факты, татары и марийцы, вступая в земельные отношения с башкирским сословием, сами становились башкирами. Этот принцип, наверное, можно сравнить с детской игрой в салки или пятнашки. То есть, если ты приходишь к башкиру за землей, касаешься его, то ты тоже становишься башкиром. Здесь еще один важный момент. Где-то почему-то, это обычно краеведы пишут почему-то, якобы некоторая часть населения приходили, записывались в башкиры и получали земли. Вот это как процесс, на самом деле, я никак не могу себе представить. Представьте себе, кто-то приходит к вам в дом и говорит: я ваша тетя, пропишите меня в ваш дом. Так же не бывает, да? То же самое здесь. Хоть ты башкир, хоть другой национальности, ты пришел, оформляется договор припуска. Здесь ярко мы видим, это вотчинники, там другие были башкиры, которые припущенники. И эти отношения были раньше, до отмены права на землю, были четкие, обозначались. Это даже до отмены царское правительство все это соблюдало. Потому что если не соблюдать, то там получилось бы хаос. И поэтому то, что говорят, что кто-то там ради получения земли назывался, потом перешли в другое сословие, такого не было. Было, Азат. Башкирами становились и бабыли, это безземельные крестьяне, и служилые татары, и казанские ясачные татары,
и ватяки, ну то есть удмурты и тобольские татары. Сейчас я вам приведу исторические документы из российских архивов. Ссылки, откуда именно были взяты эти исторические документы, я также приведу, чтобы у вас была возможность меня, если что, перепроверить. Итак, как в Российской империи башкирами могли стать упомянутые мною, например, бабыли? В Челобитной за 1656 год ясачные бабыли деревни Танламас, она входила в состав Кыр-Иланской волости, известная Танламасовская тюба этой волости, Кашайка Уразметов и Уразлыка Бакшандины, Доскейка Шахмаметов и их товарищи, имевшие по их утверждению в своем распоряжении вотчину по реке Ик, просят платимый ими ранее бабыльский ясак переписать с них на те вотчинные урочища в окладной ясак. Но в другом документе бабыль Доскейка Шахмаметов назван башкирцем. Отсылаю вас вот к этому документу. Судя по архивным источникам, переписавшиеся в окладной ясак бабыли в скором времени оказывались в составе башкирского сословия. Так, например, Канайка Тептиков, живущий с братом и сыном Степной Диланской, то есть Кыр-Иланской волости Казанской дороги Уфимского уезда, переписался в окладной ясак, и в Челобитной от 1689 года они просят не требовать с них бабыльский ясак, а велеть им платить ясак против башкирцев, то есть как у башкирцев, по-прежнему и о том дать им грамоту. А теперь примеры, как служилые татары входили в сословие башкирцы. В Челобитной за 1668 год человек по имени Уразай Нагаев из Иланской волости деревни Карьявды указывал, что дед его служил с окладом в 8 рублей. При этом дед и отец его были татарува и неясашные. В 1675 году Уразай Нагаев также указан как башкирец Байлярской волости Казанской дороги. И он просит поверстать его денежным окладом своего деда, который служил тарханом и с годовым жалованием 8 рублей. При этом Уразай отметил, что дед его был служилый татарин, то есть денежный оклад был пожалован при верстании в список именно служилых татар. Или вот, например, некий Тагай Беляков. Он в своей Челобитной называет себя казанским чувашенином Зюрейской дороги деревни Берсю. В этой Челобитной он указывает: в Уфимской уезде, в Юрминской волости вотчина моя от дедов и прадедов потому, что я, государь, башкирец, и с той вотчин плачу ясак на Уфе с юрминскими башкирцами. Или вот, например, есть запись от 1703 года. В этой записи некий башкирец Янчура Явгильдин принимает в качестве сына ватяка, то есть удмурта Ямбета Янышева. Сам башкирец Янчура Явгильдин стар. Детей у него нет, поэтому он свою вотчину передает Ямбету Янышеву, при условии, что тот платит ясак с вотчины в государственную казну в размере 20 алтын в год, да мед по гривне. Вот так ватяк удмурт Ямбет Янышев, исходя из того, чем он владеет и какой за это налог платит, становится башкирцем. Или вот, например, совсем уж забавный материал. Есть книга, которая называется «Башкиры Чекмагушевского района Башкортостана». Она была издана в 2019 году в Уфе. Кто ее написал? Да те же самые башкирские этномиссионеры Салават Хамидуллин, Искандер Сайбатталов, Рафиль Асылгужин. И вы знаете, в самой их книге есть упоминание, как татары входили в сословие башкир. Забавно. Показателен случай упомянутого в приведенной выше выписке Чуричейки Балыхчеева, ставшего совотчинником башкирцев. Как сообщал сам Чуричейка, отец его бабыльский ясак платил. И после отца его ныне тот бабыльский ясак платит же по 2 куницы на год. А был где отец его Тобольского уезду татарин. И тут вотчину взял с братом с Балтаем вместе. Да, дуслар ипташляр. Ситуация и впрямь звучит как анекдот. Этномародер Азат Ермулин говорит дюртюлинским татарам, что никакой народ не мог быть башкиром, войти в сословие башкир, тогда как его коллеги Салават Хамидуллин, Искандер Сайбатталов, Рафиль Асылгужин пишут книгу, где упоминают, как тобольский татарин стал башкиром, башкирцем.
Во время выступления Азата Ермулина некоторые дюртюлинские татары, видимо, почувствовали, что он несет какой-то бред. Давайте посмотрим, как это выглядело. Дюртюлинская татарка попробовала Ермулина поставить на место. Ну, мы же видим. Это 17-й год. 17-й год, там, если бы они записались башкирами, то, наверное, здесь, уже Мишари не указали, вот да? вы сами же говорите, типтяры из сословия превратились в национальность. Не могло ли такое случиться? Давайте я сейчас... Чтобы вы понимали, Дуслар, о чем идет речь между татаркой и Ермулиным. Татарка говорит, мол, сам Ермулин рассказывает, что типтяри раньше были сословием, а потом стали народом. Она делает предположение, мол, а не могли и башкиры раньше быть сословием, а потом стать нацией. Но Ермулин ей, откровенно говоря, затыкает рот и говорит, что нет, башкиры это не сословие. Ну что же, давайте обратимся к авторитетному башкирскому историку Анвару Закировичу Асфандиярову. Он написал капитальный труд «История сел и деревень Башкортостана и сопредельных территорий». Книга была переиздана в 2009 году, и там Анвар Закирович пишет, что башкирами становились и татары, и нагайцы, и типтяри. Причем в башкиры они загонялись не по своей воле, не от желания владеть землей, а потому, что так решили губернские начальники. В период кантонной системы управления в Башкирии 1798-1865 года военные губернские власти своими циркулярами, предписаниями в принудительном порядке включали отдельных татар, мишарей, нагайцев в башкирское сословие. А теперь давайте перейдем к той лапше, которую пытался навешать на уши дюртюлинских татар, это мародер Рафиль Асылгужин. Итак, ввожу вас в суть дела, в курс дела. О чем он говорил? В общем, в Российской империи тоже проводились переписи населения. Все они назывались ревизскими сказками. Первая ревизская сказка, то есть первая перепись населения государством, то есть Российской империи, состоялась в 1718-1722 годах. Всего за время существования Российской империи было проведено 10 ревизских сказок. В Уфимской губернии большинство населяющих ее татар в пятой ревизской сказке от 1794 года были уже указаны по сословному обозначению как башкиры. Хотя в предыдущих ревизских сказках они указывались и как служилые татары, и как ясачные татары, и как типтяри, и как мишари. И вот что говорит Рафиль Асылгужин по поводу этих ревизских сказок. Всего было 10 ревизских сказок в Российской империи, но нам доступны далеко не все, только последние 5 буквально ревизских сказок. 1811, 16, 34, 50 и 1859 года нам доступны по территории исторического Башкортостана. Откровенная ложь. Данные по 1, 2, 3 и 4 переписям ревизской сказки доступны татарам Башкортостана. Для этого даже опубликовали специальную книгу «Татары Уфимского уезда». Вот, пожалуйста, вот вам оглавление. Там все первые 4 ревизские сказки есть. Кем были на самом деле жители Уфимской губернии, все это обозначено там. Вообще, этот Рафиль Асылгужин, пожалуй, самый отвратительный, что ли, персонаж из всей этой банды Малевичей и фальсификаторов. Более того, он даже не скрывает, что главную цель своей исследовательской и популяризаторской работы видит в сокращении численности татар Башкортостана. Вот, например, полюбуйтесь, скриншот его комментария. Смотрите, он пишет своему коллеге, такому же башкиризатору, Юлдашу Юсупову. Татар в РБ много меньше 20%. А еще, ежели и мишари сбросит ермо татаризма, то вовсе татар у нас будет около плюс-минус 10% населения республики, иншаллах. На сегодня численность жителей Башкортостана 4 миллиона человек. Асылгужин хочет довести численность татар до 400 тысяч человек. Напомню, что по официальным данным переписи населения в 2010 году численность татар в Башкортостане была более 1 миллиона человек. То есть Асылгужин хочет стереть с лица земли Башкортостана 600 тысяч человек. Обратите внимание, друзья, на сам стиль комментария Асылгужина. Он ратует за сокращение численности татар и
взывает к помощи Аллаха. Он реально в своем татарофобском комментарии упоминает имя Всевышнего. Как можно в нашем 21 веке так откровенно исповедовать человеконенавистнические взгляды и ратовать, чтобы численность людей сократилась? Или татары в Башкортостане это не люди и так можно? Но это же самый настоящий отпетый пещерный национализм. Перейдем ко второму набегу башкирских этномиссионеров в Дюртюли. В общем, ученые из Башкортостанского государственного университета 15 января 2021 года побывали в 4 крупных селах Дюртюлинского района, таких как Осяново, Суккулово, Старобаишево и Исмаилово. Проект факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики Башкирского государственного университета «Этнолингво-культурологическая экспедиция Северо-Западные районы Республики Башкортостан» выиграл грант главы Республики Башкортостан. И цель этого проекта – собрать этнолингво-культурологический материал, фольклорный материал, этнографический, диалектологический материал жителей северо-западных районов Республики Башкортостан. Мы охватываем 19 районов нашей республики, и мы сегодня уже находимся в 14 районе, это Дюртюлинский район. Мы надеемся на то, что мы соберем в этом районе, именно в Дюртюлинском районе, богатый диалектологический и фольклорный этнографический материал для наших работ. А вот тут закадровый голос нам сообщает, для чего исследователи из БГУ собирают данные на северо-западе Башкортостана. Собранная на северо-западе республики информация будет отражена в сборниках «Материалы диалектологической экспедиции по северо-западным районам Республики Башкортостан» и «Фольклор северо-западных башкир» для дальнейшего использования на научно-практических конференциях. В предыдущих наших выпусках мы уже рассказывали вам, кто именно проживал и продолжает жить, по данным первых ревизских сказок, в деревнях Суккулово и Старобаишево. Татары, пептери, мишари. Да, можете взглянуть в книгу татар Уфимского уезда. Но мы перепроверим, кто же именно проживал в деревнях Осяново и Исмаилово. Открываем нашу любимую книгу татар Уфимского уезда. Итак, по данным второй ревизской сказки 1747 года в деревне проживали служилые мещеряки. По данным третьей ревизии 1762 года в деревне Исмаилово проживают ясачные татары. По данным же четвертой ревизии 1782 года в этой деревне зафиксированы типтяри. Переходим к деревне Осяново. Итак, по данным третьей ревизской сказки 1762 года здесь проживали ясачные татары. По данным четвертой ревизии 1782 года здесь проживали типтери. Вообще, нам очевидно, почему этномиссионеры проявляют интерес к деревне Осяново. Интерес к деревне особенный, потому что здесь родился культовый для Башкортостана исторический персонаж – поэт Шайхзада Бабич. Напомним, что поэт Бабич родился в 1865 году в семье муллы Мухаммед Закира. Становление Шайхзады Бабича как личности и поэта пришлось на годы Первой мировой войны, поэтому трагичность эпохи отразилась на всем его творчестве. Но все это сочеталось с его талантом комика, он шутил обо всем, порой ехидно и остро. За короткую жизнь он прошел характерные для большинства способных шакирдов той поры этапы. Учился в мадресе, в том числе в знаменитой Галие в Уфе, учил детей в казахской степи. Так зарабатывали тоже многие татары. Играл в татарских театральных постановках и участвовал в литературно-музыкальных вечерах. Сочинял стихи и печатался в татарских газетах и журналах. При жизни Шайхзады Бабича его талант получил определенное признание. Он старался писать на злобу дня о войне, о дефиците, о буржуях и большевиках. Был в нем и пропагандистский талант. Например, во время выборов в 1917 году он написал стихи, призывающие проголосовать за разные списки кандидатов в депутаты. Шайхзада Бабич был зверски истерзан на территории так называемой Малой Башкирии во время гражданской войны. В марте 1919 года ему едва исполнилось 26 лет. Да, в произведении Бабича есть упоминание, что он, можно сказать, себя относит к башкирам. Но что он имел в виду, когда это писал? Уж не политическую ли верность делу Ахмедзаки Валиди? У Бабича есть в стихотворной форме разъяснение перехода войск Заки Валиди из одной стороны в другую.
то есть уход от белых и приход в сторону большевиков. Бабич старался обелить лидера башкирского движения в глазах широких народных масс. Но кто же был по происхождению Бабич? Вот, например, личный листок отца Шайхзады Бабича Закира Бабича. Этот листок относится к сельскохозяйственной переписи 1917 года. И в этом листке указано, что отец Бабича татарин. И вот, уже 17 сентября 2021 года в стенах Башкирского государственного университета прошла презентация сборников «Материалы диалектологической экспедиции по северо-западным районам Республики Башкортостан». Этот проект был реализован на средства гранта главы Республики Башкортостан сотрудниками БашГУ. Сборники включают фольклорные тексты из 19 районов северо-запада Башкирии. В презентации участвовали проректор БашГУ по учебно-воспитательной работе Азат Келимханов, заместитель министра образования и науки РБ Альфия Галиева, директор фонда по сохранению и развитию башкирского языка Гульнас Юсупова, заместитель генерального директора фонда содействия гражданскому обществу Роман Низамуддинов. Кстати, отдельно упомянем Романа Низамуддинова, генерального директора фонда содействия гражданскому обществу. Он сам родом из Дюртюлей. Его отец татарин Рашид Резидинович Низамуддинов. Долгое время возглавлял хлебзавод в городе Дюртюли, а после работал директором санатория-профилактория Венеция. Мать русская, работавшая в Сбербанке. Но вот сын, занимая высокий пост, видимо, решил содействовать веяниям политики Ради Хабирова, а именно башкиризации татар своего родного района. Ну и третий набег на Дюртюли, съезд рода Искайелан в апреле этого 2021 года. Весь тот бред, который полился из башкирских этномиссионеров, мы на нашем канале Татары мира разбираем, критикуем и опровергаем уже давно и часто. Тут эти малевичи этномародеры креативностью не сильно отличаются, озвучивают одну и ту же пластинку, мы от нее, честно говоря, уже устали сами. Но есть кое-что интересное. Например, вот Салават Хамидуллин рассказывает, что, мол, башкиры вошли в состав российского государства как народ с особым вотчинным правом, с возможностями владеть землями. Да-да, именно благодаря владению землей и образовались башкиры как народ с глубокой средневековой давности. Вотчинное право ведь оно тоже, у нас говорят, вот и здесь постановка была, вышел Иван Грозный и там дал какие-то свитки и так далее. Но на самом деле, значит, вотчинное право, оно вообще теряется в веках. Мы не знаем, когда оно, в общем-то, у башкиров возникло, но факт тот, что они вошли в состав Московского царства уже с вотчинным правом, что и признавал царское правительство. Допустим, министр земельных имуществ, вернее, государственных имуществ Российской империи Киселев в 1856 году так и сказал, что башкиры до вхождения в состав Московского царства владели своими землями, значит, как вотчинники. И когда уже вошли, просто Иван Грозный, ну и даже не Иван Грозный, скорее всего, уже последующие цари, потому что у нас очень неправильное тоже понимание того, как Башкирия входила в состав России. Это не был 1557 год, то есть это не единовременный акт. Этот процесс длился более 50 лет. И там разные цари подтверждали, вплоть до Алексея Михайловича, права башкир на землю. Как-то лихо Салават Малевич Хамидуллин скомкал несколько столетий между Иваном Грозным и министром государственных имуществ Павлом Дмитриевичем Киселевым в середине XVIII века. Что, институт землевладения у сословия башкир за 300 лет вообще никаких изменений и эволюций не претерпел? Раз уж сам Салават Хамидуллин назвал имя царя Алексея Михайловича, который якобы подтвердил права башкир на землю, то давайте посмотрим сами на его документ царя. Итак, перед вами соборное уложение Алексея Михайловича Романова от 1649 года. Это своеобразная конституция и уголовный кодекс русского царя 17 века. Итак, там есть статья, в которой прописан список групп населения российского государства, которым запрещались абсолютно все операции с землей. А в городах у князей и у мурс, у татар и у мордвы, и у чуваши, и у черемисы, и у ватяков, и у башкирцев не покупайте и не меняйте, и в заклад не сдачу, и наем на многие годы не имайте.
А будет которые земли имати сдачу или покупати, или в заклад, или в наем на многие лета имати или меняти, да им же зато от государя быти в опале. Из данного официального документа мы видим, что с точки зрения государства подход к земельному вопросу был единым. Не было выделения какой-либо группы населения с особыми правами на землю. Так что слова, что только у башкир там были особые права на землю, это бред. Во-первых, земли были не только у башкир, но и у татар, и у других народов Поволжья. А во-вторых, не такие уж они и были эти права. Государство-то вон как лихо ограничивало эти права. Резюмируем, дуслар иптәшләр. Абсолютно все 3 набега на Дюртюлинский район, на дюртюлинских татар сопровождаются ложью и манипуляцией историческими фактами, совершаемыми башкирскими этномиссионерами. Верить им нельзя, ни единому слову.